لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Не задумывался ли ты когда-нибудь, как было создано железо? Если спросить тебя сейчас, откуда добывают железо, ты ответишь – из земли. Но почему же тогда Аллах, Свят Он Велик, сказал в аяте: «Мы не спаслали железо, а не мы вывели железо из земли». Железо. Я никогда не задумывался о том, как железо проникло в недра земли. Но я знаю, что Аллах подчинил его нам, чтобы мы выплавляли его в той форме, которая нам нужна. Это может быть как оружие массового уничтожения, так и фундамент для строительства. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Откуда пришло это железо? Ученые наблюдали за метеоритами и заметили, что еще в древности люди знали, что самое чистое железо приходит с метеоритами. Если мы посмотрим на элементы во Вселенной, на молекулы и на атомы, то все, кроме водорода и гелия, было сформировано внутри звезд. Поэтому железо, которое мы находим в нашей крови, и железо, которое есть на нашей планете, было создано внутри звезд путем нуклеосинтеза. Ученые подсчитали, что энергия, которая необходима для создания одного атома железа в процессе нуклеосинтеза, в несколько раз превышает всю энергию, которая есть в нашей Солнечной системе. Необходимо это количество энергии и температура, при которой происходит нуклеосинтез и создается железо. И железо — это последний элемент, который звезда может создать сама в процессе звездного нуклеосинтеза. И после него идут другие тяжелые элементы, которые были созданы в результате вспышки сверхновой или позже. И ученые убедились, что в звездах, которые больше Солнца и которые называются сверхгигантами, в этих звездах продолжаются процессы нуклеосинтеза и формируется железо. Железо — это самый устойчивый элемент. То есть при первичном построении внутри атома железо вещество прочно соединяется, прочнее всех остальных элементов, даже тех из них, чьи атомы тяжелее атомов железа. Поэтому, когда сердцевина сверхгиганта трансформируется в железо, оно использует энергию звезды, и после этого звезда взрывается. А когда она взрывается, атомы и массы железа рассеиваются по космосу. Железо разносится среди других звезд и по Млечному Пути из-за вспышки сверхновой, которая произошла много миллионов и миллиардов лет назад. Вспышки сверхгигантских звезд, рассеивание железа и его оседание на Земле произошло миллиарды лет назад. Субханаллах. Пречист Аллах, первый, Аль-Ауаль, до которого ничего не было. Как бы там ни было, Земля или то, что было до Земли, испытал на себе крайне высокое давление и температуру. Поэтому эта исходная планета полностью расплавилась. В тот момент начало осаждаться металлическое железо. Оно делилось и оседало, и сформировало ядро. Оно было подобно железному лезвию в стадии отлития. Когда оно отделилось от остальных, от основного вещества и сформировало внутреннее ядро. Оно твердое и по большей части состоит из железа, никеля и других элементов.
Чтобы подойти к железу поближе, мы посетили один из самых больших сталелитейных заводов и поработали там. نور وأنس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا آيته دليل حق ويقين نور وأنس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا آيته دليل حق ويقين. Боер, сколько лет ты работаешь с железом? С 2000 года. Опасно работать с железом? Нет, вообще-то эта работа не очень опасная. С тем опытом, который у меня есть, это неплохая профессия. В ней ты можешь продвигаться вперед. Мы производим литейные изделия на заказ. Обычно они используются в нефтегазовой индустрии и в гидравлическом секторе, а также в сфере энергетики, железных дорог и в общей механике. Мы можем производить продукт весом до 3 тонн. То есть окончательный продукт будет весить 3 тонны. У нас есть 3 литейных предприятия. Аллах оказал свою милость тем, что не спаслал на землю железо, в результате чего земля стала пригодна для жизни. Железо — это главная причина образования гидросферы и атмосферы. والأرض تجعلها مهاد يا فالقا حبا نوى ورازقا كل العباد يا خالق سبع الشداد والأرض تجعلها مهاد يا فالقا حبا نوى ورازقا كل العباد ما أعظمك يا ربي كل الأمر لك. Когда Земля отделилась от Солнца, она представляла собой скопление пепла и пыли, и пришло железо, или метеориты с железом, которые проникли в это скопление пепла, и железо обосновалось в ядре. Когда у нас есть какое-то астральное тело, которое движется с космической скоростью, а потом останавливается, его скорость превращается в энергию, которую ученые называют теплотой оседания. Итак, железо расплавилось. И расплавилось скопление пепла и пыли. В результате расплавления этого скопления наш Господь, благословен Он и велик, вывел на Землю всю известную нам воду. И вокруг Земли также появилась газовая оболочка, атмосфера. Это была часть программы, направленной на то, чтобы сделать Землю пригодной для жизни планетой. Чем ты занимаешься на этом заводе? Я подготавливаю литье железа в формах. Пока оно расплавится, может пройти более 2 часов. Я подготавливаю все заливочные формы для литья. Железо заходит в глубокую форму и плавится там. Температура плавления колеблется между 1520 и 1530 и до 1620 градусов по Цельсию. В зависимости от сплава и от компонентов этого сплава температура может быть выше или ниже. Боер, тебе нравится твоя работа с железом? Ты полюбил эту профессию? Да, мне нравится работать в этой сфере, с железом. У меня в этом хороший опыт. В прошлом я работал в строительстве, но при работе с железом всегда получаешь какой-то новый опыт. Мы производим сырье, обрабатываем его и отливаем главным образом здесь, в Италии. 90-95% наших продуктов экспортируются по всему миру, на рынки наших клиентов, от Северного моря до Персидского залива и до стран залива. Например, мы экспортируем в Саудовскую Аравию, в которой развит нефтегазовый сектор.
туда, где индустрия энергетики особенно активна. Железо — это как хребет для военной и гражданской промышленности на Земле. Нет такой индустрии, которая бы не включала в себя железо. Железо — это металл, который можно использовать в промышленных сферах, например, для сплава металлов. Также железо можно изменять, добавляя к нему другие элементы, такие как карбон для производства стали. Еще железо, к примеру, используется как катализатор при производстве алмазов из графита. Железо сделало Земле магнитное поле. Оно закрывает нас от огромного количества космических опасностей, защищает от космических лучей, уменьшает скорость метеоритов и препятствует их столкновению с Землей. Железо в красной крови представляет собой основной компонент. Большая часть гемоглобина — это атомы железа. Да, мы узнали, что железо было ниспослано на Землю из нашей обширной Вселенной. Но не зашла ли в ваше сердце убежденность в том, что Коран — это слово Творца, и что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это пророк, которому было внушено откровение? Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он не говорит по прихоти. Это всего лишь внушаемое ему откровение. Научил его, обладающий могучей силой. لا شيء كان فلا زمان ولا مكان فالله قال للكون كن شيئا فكان تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك